С давних времен на территориях, что относятся к современной Удмуртии, жили бессермяне. Малочисленный народ с загадочной историей происхождения и богатыми культурными традициями. Проживают компактно, в основном в бассейне реки Чепца, и говорят на особом диалекте. Бессермяне всегда вызывали интерес со стороны соседей – русских, татар и удмуртов. Так какая же она жизнь на бессермянской стороне? Мы предложили разобраться нашим ведущим – Роману и Максиму. В прошлом выпуске мы уже представили вам наших ведущих. Старшеклассник Роман знакомится с традиционным укладом жизни, а журналист Максим посещает массовые мероприятия. Итак, утро в бессермянской деревне. Доброе утро, Рома. Доброе Выспался? Ну, главное, чтобы корову выспали. Ну что, пошли доить корову. Пойдемте. Надо же, 5 утра, а я в деревне, уже подоил корову. Вот что значит настоящий бессермянин. Классно, мне понравилось. Никогда такого не делал. Я никогда такого не делал, да. Но расслабляться еще рано. В большом хозяйстве день только начинается. Остальных животных тоже нужно накормить, напоить, на пастбище проводить. Ну и о хозяевах не забыть, они тоже завтрака ждут. Сметану собрали, теперь можно бить масло. Показать или умеешь? Не умею. Не умеешь? Так, берем вот так, и я вот так вот бью. Молодец. Вот Вот масло что у меня получилось. получилось. Да. Сейчас промоем. Молодец, Роман. Теперь еще воды принеси и все прибери, а мы узнаем, как дела у Максима. Вас приветствует Тылыс и Всероссийский фестиваль волынщиков. Такой концентрации музыки и этнографии трудно найти где-либо еще. Всероссийский фестиваль волынщиков и возрожденных музыкальных инструментов «Звуки прошлого» в Тылысе проходил 2 дня – 24 и 25 июня. Гости из Кировской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Мариэл и других городов и регионов страны стали участниками научно-практической конференции и большого праздника на родине бессермян. Мастер-классы, театрализованные представления, вкусная еда, интерактивы, много музыки и танцев. И все это в потрясающе красивом, знаковом для бессермян месте. У горы Маргитон, с которой бьют более 30 родников. Благодаря проекту Центра возрождения бессермянской культуры и Фонду президентских грантов был выпущен альбом с бессермянскими крежами в современной обработке, а также восстановлен музыкальный инструмент бессермян «волынка» или «быс». На ее поиски мы и отправим Максима, а сами послушаем, о чем поют бессермяне Роману сегодня. Рома, это народная песня. О чем же поется в этой песне? Когда зацветет черемуха и зацветут цветы, вспомнишь, что и лето настало уже. А когда зацветет бак в огороде, тогда вспомнишь свою простую маму. Когда зацветет и талмаз, конечно, ты, наверное, об этом знаешь,
Вспоминаешь про свою любовь, что есть любовь на белом свете. Душевно поют бисермяне, и им так много есть чего рассказать о себе в наших следующих выпусках. Оставайтесь с проектом «Бисермян Пал. Бисермянская сторона». Будет интересно.